Селям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР по всьому світові. Сьогодні без зайвих прелюдій, бо гостя нашої програми ви всі добре знаєте. Ця людина зараз живе в Сполучених Штатах Америки, а взагалі-то це російський політолог, публіцист, журналіст, я не знаю, все. Людина, до якої багато хто дослуховується, включно зі мною. Андрій Піантковський. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день, Вітер. Ну, я перейду на трофейну мову, як її називаю. І питання одразу просто з місця в кар'єр. А що сталося з Трампом? Ви ж спостерігаєте за тим, що відбувається з ним. Потім його син там днями сказав, що Україні не треба постачати зброю. І ну, все таке. Я хочу, щоб ви проаналізували, наскільки Трамп ворожий для України, весь его клан, и насколько большой вплыв его в республиканской партии, и может ли он объявил о том, что он идет на выборы. Это опасность, я считаю, для всего мира в 2024 году. Есть ли кому ему противостоять? В общем, вся ваша аналитика по Трампу, которая наверняка у вас имеется, я прошу вас рассказать. Ну, это смертельный враг Украины. Это можно судить по всей его риторике во время избирательной кампании. Основной его тезис, он обвинял Байдена, что тот поджигатель войны, который ведет своей поддержку Украины, ведет Америку к Третьей мировой войне, к ядерной катастрофе. Ну, там еще добавлял, что нам нужна победа над инфляцией в Америке, не победа Украины над Россией. Все его кандидаты, те, которых он лично назначил, отстранив, убрав в сторону членов Палаты представителей, поставив кандидатами на новых выборах 13 кандидатов, ближайших его соратников. Но вот они, так же, как и часть тех, которые были в Палате представителей, беспрерывно транслировали такие тезисы, что можно немедленно прекратить ни цента Украине на помощь. Но это кричала самая безумная из них, некая госпожа Грин. Вот. И сынок его отметился вчера таким подлейшим твитом, я его сейчас процитирую. Украина напала, Украина совершила ракетный удар на союзника США по НАТО Польши. Может, мы прекратим тратить миллиарды на это государство? Я процитировал этот твит в твите с такой приписочкой: «Сдохни, трампеныш, вместе со своим папашей». Значит, сегодня я получил сообщение от администрации Твиттера, что десятки требований из Соединенных Штатов, из Германии, еще откуда требовавшие отключить меня от Твиттера. Твиттер смотрел эти пожелания товарищей и счел необходимым отказать им в этом требовании, так как господин Пьянковский не нарушил своим цитированием твита господина Трампа-младшего ни одного правила этой социальной сети. Но это так, немножко личного. Вот на этом фоне, конечно, удивительно, что по украинским каналам ходят люди, которые правильно критикуют Байдена за недостаточную помощь, и мы это делаем не хуже их и гораздо более обоснованно, но при этом они орут, что вся беда в том, что не их великий Трамп является президентом, и что вот если бы он был, тогда все было бы иначе. Закрывать глаза на ежедневные доказательства обратного — это свидетельство просто подлости или ангажированности, я уже не знаю какой. Я не хочу называть эти грязные имена, их всех знает вся Украина. Вот когда они в следующий раз появятся на экране, помни, что Трамп с их сыночком требует немедленно остановить помощь Украине и обвиняют Украину в нападении на члена НАТО Польши. Это плохая новость, что эти еще появляются на украинских У нас экранах. не можна в нас, ну добре. Но хорошая новость, что Трамп просрал в республиканской партии. Основной итог этих выборов не столько
распределение мест в Палате представителей и Сенате, я сейчас скажу об этом, раз уж мы заговорили, а то, что Трамп потерпел серьезнейшее поражение внутри республиканской партии. И, как я рассказывал, назначил 13 своих ближайших к нему законченных, таких же, как он, идиотов, и все они потерпели поражение в твердых республиканских округах. Это помешало республиканцам осуществить так называемый red wave, то есть большой сдвиг в Палате представителей. Ну, возможно, наши слушатели знают, что такая американская традиция. Почти всегда на промежуточных выборах в Палату представителей особенно побеждает партия, оппозиционная действующему президенту. Это такой здоровый консерватизм американцев, соблюдение некого такого баланса, сдержек и противовесов. Ну и кроме того, экономическое положение, которое всегда очень реагируют избиратели не самое лучшее. И все ожидали, все прогнозы ожидали вот этой red wave, что от сегодняшнего преимущества в 10 голосов у демократов палата перейдет к преимуществу республиканцев, там 25-35 голосов. Такие были обнадеживающие прогнозы. Этого не произошло. Вот сейчас примерно можно уже подсчитать. Осталось там с десяток неподсчитанных мест, у республиканцев будет в палате разрыв от 5 до 10 человек. Это намного меньше, чем они рассчитывали. И это как бы взорвало республиканскую партию, все традиционное ее рейгановское крыло республиканской партии. И даже многие бывшие сторонники Трампа называют одну основную причину этого поражения – это Трамп. Это Трамп, это его крайние позиции, это те кандидаты. Понимаете, республиканцы, Трамп ведь чужд республиканской партии. Они, они его терпели, потому что он привел к ним новых избирателей. Мгм. Вот то быдло, которое он собирает на митингах, на которых он кричит, что вот Байден поджигатель войны и так далее. Но оказалось, что эта угроза не так велика, что вот это быдло, орущее на митингах, оно не реализовывает себя в избирательном процессе. И они сбросили с себя этот страх перед Трампом, и, в общем, сейчас он подвергается очень резкой критике внутри республиканской партии. Появляются новые кандидаты. Ну, многие больше разговоров о Десантисе, губернаторе Флориды. Я его мало знаю, я в последнее время мало слежу за внутриполитической жизнью Соединенных Штатов, но я знаю очень много республиканских кандидатов, ну, которые я бы считал бы прекрасным президентом в 2024 году. Это Помпео, Ник Хейли, Марк Пенс, между прочим. Он вчера выступал на CNN. А в демократической я, к сожалению, пока не вижу никаких впечатляющих фигур. Ну, в общем-то, может быть, это сказывается... В принципе-то я республиканец по своим убеждениям. Основной вывод внутриполитический: Трамп никогда не будет номинирован республиканской партией. Так что никакой долгосрочной угрозы для мира и, прежде всего, для Украины нет. У меня один технический вопрос, извините. Как со Да-да. звуком? Прекрасно, со звуком, А, прекрасно. Все хоро- слышно и все хорошо, потому что иногда меня упрекают. Вот это основной результат. Надо сказать, демократы побаивались этой волны. И в частности, вот этот целый ряд интересных событий происходил вот в эти 10 дней. 5 Между 5 октября визит, как вы помните, визит Селливана в Киев, до вот 15-го это саммит на Бали и возобновление варварских атак по инфраструктуре. Вот во многом визит Салливана объяснялся вот этим опасением демократов, что вот эта безудержная критика трампистов на предвыборной гонке о том, что они слишком много тратят денег на поддержку Украины и могут даже привести там к ядерной войне и так далее,
они хотели как-то ее смягчить, послав этого Селлинера с довольно странными инструкциями. Мы можем о них судить, потому что эти инструкции, об этих инструкциях мы можем судить по ликаджам в американской прессе, вот, которые многие в Украине цитировали. В Washington Post, Wall Street Journal, было масса сопровождающих Селливана комментариев. Рассказывалась такая история, что вот есть один крупный чиновник в администрации Байдена, ну, он не назывался, ясно, что это Селливан, который считает, что нет, конечно, ни в коем случае не надо, мы не имеем права давить на Зеленского с тем, чтобы он как-то более склонен был, Сговорчивым стал, да? более склонен был к переговорам. Ни в коем случае нет. Но надо ему объяснить как другу, посоветовать, что вот особенно его жесткая позиция в том, что он категорически отказывается от личного общения с Путиным, даже которое он закрепил там своим указом, она может неправильное впечатление создать. Мы-то это понимаем, но у наших европейских союзников это может создать неправильное впечатление. Ну, и кроме того, вот недавно такой замечательный человек пришел в Бразилии к власти, товарищ Лулу. И вот товарищ Лулу тоже недоумевает. Он считает, что и Зеленский виноват в войне, и Путин тоже. Вот как-то нужно рассеять это непонимание, поэтому немножко больше конструктивизма в отношении переговоров. Вот видите, такое стыдливое М. оправдание. Они понимают, конечно, что делает Украина вообще для всего западного мира, но вот хотелось бы, чтобы немножечко вот так рассеять впечатление. Кстати, в таком же духе да, но я уж буду последний, я говорил об этих и в той же статье указывалась очень важная вещь, что эта точка зрения не разделяется другими крупными чиновниками Байденской администрации. Но это то старый конфликт, о котором мы говорим уже в течение года. Это линия Остина Блинкина, которая выражается кратко формой «Наша цель Соединенных Штатов – это победа Украины», и линия Салливана, которая выражается с той же краткой формой, которую он неоднократно повторяет «Наша цель – не допустить поражения Украины». Вот это две разных концепции, они находят свое отражение в практической плоскости. Ну, и каждый раз на каждом Рамштейне Селливан старается. Вот концепция не допустить поражения, она всегда как бы из нее следует ну, ограничение каких-то таких систем оружия, которые вы достигли Андрей бы Андреевич, бесправной смотрите, ну вот победы. как раз судя по тому, какое оружие нам поставляют, все-таки эта концепция сейчас, по крайней мере на данный момент, превалирует, потому что нет дальних средних ракет, нет танков и нет самолетов. То есть до того, что критично необходимо для освобождения территорий, да? Да, вот есть две, вот я бы сказал так, что программа, поставленная Салливаном, выполнена. Мгм. Украина не потерпит никогда поражения. И, ну, в общем-то говоря, это наши союзы, это очень важно, согласитесь. Да, что это зафиксировано, да. Давайте, вот эта программа Салливана зафиксирована, но он не хочет идти дальше. И пока, собственно, Байден не идет дальше по программе, решительно по программе Блинкина и Остина победы Украины. Вот сегодня поразительное было заявление, как в Москве это хорошо понимают, как раз перед выходом. Да-да-да, неважно, говорите. Ага. Э, На днях было очень интересное заявление, просто поразительное по откровенности и очень информативное. Есть такой у русских экспертов так называемый полковник Ходоренок из Генерального штаба. Он отличился тем, что он написал за несколько дней до начала крупномасштабной агрессии, написал в независимом военном обозрении большую статью вслед за подобным же опусом генерала-лейтенанта Ивашова, ну, доказывающую с точки зрения военной бессмысленность и обреченность
той военной авантюры, которая была реализована Путиным. С тех пор он присутствует все время на этих телевизионных шоу, ну и, конечно, действует в определенных рамках, но как бы это единственный человек, которого я там слушаю. Я вот прогоняю по Сахадрёну, потому что военный эксперт, он грамотный, его интересно. Так вот он с такой, когда ему это самое Скобеиха начало доказывать, ну, также впечатленные тем, что Рамштейны говорят о том, что скорее цель Соединенных Штатов не допустить поражения Украины, чем победы России. Она сказала, может быть, у них, наверное, оружие это уже кончается. Мгм. Ну, он просто взорвался. Ну, я представляю, каким языком он бы про себя насчет какой он говорит, это таблетка для идиотов, разговор о оружии кончается. Оружия у них достаточно для того, чтобы завершить эту войну в максимально кратчайшие сроки. Ну, то есть он повторил то, что мы говорим с вами. В этом нет никакого откровения. Но на что я хочу обратить внимание, это же понимают все русские генералы, военачальники, политики. То есть они орут там о каком-то величии России, там о каких-то границах. Они же понимают, что все их существование зависит вот от ниточки, которую держит дедушка Байден, которого они проклинают, кстати, каждый день. Пойдет ли он от выполненной задачи Салливана дальше к поставленной задаче? Это признание полной ничтожества и всей военной машины, и политической машины. Они за несколько, ну, мы то же самое говорим. Но если все то, что перечислено вами сегодня, ну, плюс я все время на этом настаиваю еще ракеты Эттингс и ракеты Скальпс, да, которые позволят отвечать на удары по украинским городам соответствующими ударами по российским городам. За Харьков, Киев, за Харьков, Курск, а за Киев, Москву. Ну, то, что генерал Заужный потребовал еще, помните, была статья его вместе с генералом Забродским, кажется, 4 сентября, то Да, об этой безнаказанности. да. Вот это ну, за 2 недели все кончится. Это мы с вами знали. А теперь мы имеем четко понимание, что это прекрасно понимают в Москве. Прекрасно понимают в Москве, до чего докатилась эта великая недоимперия. Все зависит вот... В 2 недели, сказал Да. Ну, полковник Ходоренок. смотрите, я хочу, чтобы вы оценили инцидент в Польше, в ходе из-за которого погибли 2 человека, и мы выражали соболезнования полякам. Но что-то как-то очень быстро и президент Байден, и руководство НАТО приняло сразу версию о том, что это ракета, все говорили про 2 ракеты, что это украинская ракета ПВО, а если 2, почему вполне могло быть так, что ракета ПВО сбила там российскую, и они упали вместе, там, или как-то еще, то есть расследования полного нет, но уже типа нападения никакого не было, все спокойно, у нас все хорошо. Вот, Украина, конечно, не виновата, это позитив, безусловно, то есть в любом случае виновата Россия, и тут просто такой ястреб Шольц вышел первым так, с кнутом и сказал, Украина все равно не виновата, Россия там виновата в любом случае, но тем не менее какой-то, знаете, как в том старом анекдоте, посуду нашли, а осадок остался. Вот как вы с самого начала и вот до нынешнего момента расследование идет, и к нему допущена Украина по просьбе ну, нашей стороны, да, вот расскажите, что вы думали на протяжении всего этого времени с момента получения сообщения и по сей день? Я начал, что скажу, я бы закрыл эту тему в украинском медиа и на уровне украинского руководства и на уровне нашем с вами, потому что это обсуждение оказалось очень удачным для России. Оно отвлекло внимание от гораздо более серьезной проблемы, вот от возобновления варварских бомбардировок. Мгм. Вот об этом, вот мы же видим, что 2 дня обсуждается не возобновление программы геноцида украинского народа и адекватной реакции на это Запада. А вот чья там была ракета, и чтобы эта формула, я не знаю, чья формула есть наша, она нас вполне удовлетворяет. Виновен путинский режим, развязавший войну. Эту же формулу повторили сегодня ночью западные державы на Совете Безопасности. А то, что вы заметили, ну, это естественная для Запада
желание не принимать сложные решения. Вот этим и объясняется частично, вот, наверное, уже у нашей аудитории повис вопрос, а почему все-таки, выполнив программу господина Салливана, коллективный Байден не переходит к выполнению программы Остина? Ну вот по той же самой причине. Боятся, побаиваются они новых, нестандартных, непредсказуемых, опасных решений. Это не новость. Давайте вспомним другую, еще более удивительную ситуацию. 91 год, распад Советского Союза, выступление президента, президента Буша, старшего отца. Это вам не младший, не Байден, это победитель в холодной войне, это победитель в войне в заливе. Выступление его, я чуть не сказал в Раде, в какой там Раде, в Верховном Совете украинском, полностью, еще на 70% коммунистическом. И он слезно уговаривал украинцев ни в коем случае не добиваться независимости. Вот есть такой хороший человек Горбачев, и все. Его же тогда свистали. Но это все, знаете, Андрей Андреевич, это все под копирку. Как мне Витаутас Ландсбергис старший, ну, понятно, о ком идет речь, рассказывал, как его американцы звонили и говорили: только не объявляйте независимость Литвы. Хотя Америка никогда не признавала Литву частью Советского Союза. Горбачев же такой хороший, да. Ну вот то же самое, да. Это та же самая линия. Ну, здесь, да, вот я расскажу сейчас, и это все прекрасно чувствует. У них хорошо поставлена пятая колонна в Соединенных Штатах. Вот весь этот хор миротворцев, это на 20% агентуры российские, на 80% полезные буржуазные идиоты. Их полно. Вот, например, на днях я был потрясен статьей в «Нью-Йорк Таймс». Ну, кстати, «Нью-Йорк Таймс» не очень проукраинская газета, а редакционный борд давно захвачен крайними леваками. У Мгм. них там очень странные такие вещи. Но в данном случае это был Брит Стивенс, это человек, безусловно, сочувствующий Украине. И статья его была по впечатлениям. Он рассказывает страшные вещи. Он был в Киеве, в освобожденном Изюме. Он рассказывает о пытках, насилиях, страшные вещи он рассказывает, и он как бы заклинает: ни в коем случае мы не можем оставить Украину, Украина защищает всех нас, все правильные тезисы, все. Но в то же время он заканчивает: надо все-таки как-то дать Зеленскому понять, чтобы он был готов к каким-то компромиссам. После этого, когда он написал чудовищные пытки, которым подверглись женщины, дети, почему к чудовищным компромиссам? Ну, а что такое чудовищный компромисс? Значит, оставить 20% своей территории, чтобы там продолжать быть. А почему? Оказывается, ведь он должен понять, что дети Сомали сейчас голодают. Дети Сомали голодают из-за Мгм. этой войны. Правильно, дети Сомали голодают. Да, это очень хорошо, что вы волнуетесь. Но почему Украина должна Андрей отказаться? Андреевич, а в чем проблема? Введите флот НАТО в Черное Да. море, поставьте корабли, и пусть Ну, никто не голодает. не готовы это сделать хорошо. Нагрузите этот флот зерном и введите в Сомали. С одним концом, а с другим. Почему Украина должна отдать свое население под пытки и растязания, потому что из-за войны развязаны... Ну, вот я привел вам пример. Это неистребимо. Это один из лучших друзей. Но все-таки Зеленскому как-то нужно компромисс. Дети Сомали страдают. Конечно, левацтво — это такой рак совести Ну абсолютный. вот, а с другой стороны трампеныш, который цинично требует Ну вот Украины как-то, на... да, как всегда, крайности сходятся в какой-то точке. Обычно эта точка называется подлостью. Вот. И Да, почему-то эти крайности всегда находятся к поддержке тоталитарных режимов, особенно в поддержке российского и советско-российского режима. Но я продолжу вот о работе, если позволите, конечно. вот этой пятой колонны. Значит, примерно полгода, сколько уже месяцев прошло, больше полгода. Но несколько месяцев основной тезис был, что, конечно, да, Украина жертва агрессии, это возмутительно, надо помочь. Но вы же понимаете, не надо провоцировать Путина.
он же может применить тактическое ядерное оружие. Ну, вот это работало, но в конце концов все-таки, я думаю, по этому поводу партия Остина и Блинкин одержала победу, что уже становиться заложником ядерного шантажиста невозможно. В конце концов, они поняли, они сделали то, к чему я призываю 8 лет американцев, потому что этот шантаж начался даже не с 2014 года, он начался-то с 2008 года выступления Путина в Мюнхене. Мгм. Кстати, Путин этого не скрывал, что основной план войны не только против Украины, а центральный план войны был против НАТО. Этот же толстомордый замминистра, вспомните, ультиматум НАТО от 15 декабря, Да, собирайте да, да. манатки и выбирайтесь вон. То есть Украина в этих планах, Украину они проходили за несколько дней, и в ореоле этой замечательной победы, после парада победы в Киеве, они оказываются на границах Прибалтики, Польши, и произносят такую сакраментальную фразу: собирайте манатки и убирайтесь вон. А на что они рассчитывали? Ну, я кричал об этом десятилетия. И вот уже Путин чувствует такую безнаказанность, что он был в удивительном состоянии эйфории 5 февраля во время встречи с Макроном. Потом у него было Он только что вернулся от Си. Видимо, он там Си наплел, что он в 5 дней с Украиной закончит. Ну и Си, в принципе, этот вариант удовлетворял. Такого поражения и унижения Америки, и ему бы это помогло разобраться с Тайванем. И он как бы его напутствовал. Так он вот проболтал, да, это тот самый вечер, когда он предложил Украине нравится, не нравится, терпимая Мгм. красавица. Мгм. Потом несчастного Макрона он заставлял какать, несколько раз бегать, доказывая, что он не представляет угрозы Путину. Ну, в общем, гулял по полной. Да, да, Гу- да. Гулял по полной. Так вот, там он проболтался весь свой, это стратегический план концепции Путина-Патрушева. Он сказал, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем Западу, НАТО в целом. Понимал он это. Правда, выяснилось, что на конвенциональном уровне уступает украинская армия, если украинская армия вооружена современного. Но, сказал, у нас есть какое-то там охренительное ядерное оружие, не имеет аналогов в мире, образцы и так далее, и так далее. То есть их план был очень простой. Вот они выходят на границу с НАТО, да, может быть, ну, во-первых, я подозреваю, что реакция НАТО на российскую армаду, вышедшую на границу после победы в Киеве, была примерно такая же, как вчерашняя на, 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 две, на две ракеты, упавшие на территорию Польши. Но у них были заготовки на случай, если все-таки НАТО выполнит статью 5 и окажет какую-то помощь там Литве, Эстонии. А, и, но и здесь Путин заявляет, или вы выводите свои войска и оставляете нам на растерзание Польшу, Эстонию и так далее по списку, или мы применим тактическое ядерное оружие, ударим или по одному европейскому городу, или вот там по группировке американских сил. И они были абсолютно уверены, что американцы отступят, несмотря на то, что у них этого ядерного оружия как грязи, и вполне они могут ответить, но вот они испугаются такой несокрушимой воли русского политического гиганта. И это довольно долго работало. Но в конце концов, я-то на всех наших студиях убеждал, что никакой ядерной войны не будет, что это шантаж. По 3 причинам. Первое, ну что, во всяком случае, уже в Украине. Он не планировал изначально использовать Украину. В Украине он проходил ее как нож масло. А вот когда начались угрозы Украине, ну, во-первых, это не решило бы ни одной военной задачи, ну что в Украине. Ну, уничтожил бы один город, совершил чудовищное преступление, что украинцы меньше стали сопротивляться, Запад перестал бы поддерживать. Нет. Во-вторых, на это последовал бы ответ, и американцы в этом отношении, по крайней мере, не подвели меня. Здесь очень четко было сказано Путину,
какие последствия будут в случае использования ядерного оружия. Тот же самый Салливан звонил, и Блинкин, как бы оба позвонили, чтобы не было никаких иллюзий о том, что есть какие-то разногласия по этому вопросу в администрации Байдена. Один назвал эти последствия катастрофик, другой хоррифик. Отставные генералы и дипломаты разъяснили детально. Ну, американцы, проанализировав эту угрозу, решили, что они ни в коем случае на преступления русских, использование ядерного оружия, не будут отвечать таким же преступлением, ударом ядерным оружием, там, по тому же какому-нибудь украинскому или российскому городу. Они накажут Россию более болезненно, используя громадное конвенциональное превосходство НАТО в целом. Они уже войсками НАТО, ну, как объясняли специалисты, за полчаса уничтожат Черноморский флот, а далее, если это недостаточно убедительно, покажется их невозможность испепелить. Если 16 «Хаймерсов» изменили ситуацию на фронте и позволили Украине перехватить стратегическую инициативу, то 100 «Хаймерсов» там и столько же томагавков и самолеты. Это испепелить русскую группировку на территории Украины можно будет максимум за 2 дня. Ну и кроме того, было ясно дано понять Путину, что он тоже не уцелеет. Мгм. Ядерная риторика изменилась. Они это сняли. Они нет-нет, нет-нет. В ядерной войне не может быть победителя. Мы не думали никогда. А через запятую такой текстик пошел. А нам и не надо ядерное оружие для того, чтобы обратить Украину в каменный век, уничтожив ее инфраструктуру ударами нашего конвенционального оружия, что они и начали осуществлять с 10 октября текущего года. И вот пока, к сожалению, ответ адекватный на эту не то что угрозу, а на это преступление, продолжающееся сегодня снова были атаки, пока Запад адекватного не нашел. А как вы думаете, Андрей Андреевич, все-таки, ну, зима на носу, скоро холода, и на это, конечно, рассчитывает Путин, и его этот род Песков открыто говорит, что мы принуждаем к Зеленскому к переговорам таким образом, ну, то есть чисто террористическими методами, вообще ничего не скрывают, как бы все откровенно прямо, да, вот, все-таки сейчас пойдет, как вы считаете, такой, ну, настолько массовая поставка противоракетной обороны, чтобы ну, и так наше ПВО сбивает достаточно много, да, но чтобы сделать эти, ну, чтобы 1%, грубо говоря, долетал, или 3, а не 20 там, или как сейчас. Это и пойдет, это и идет. Вот, кстати, в последних атаках очень хорошо показали себя эти НЭСАМы, американско-норвежские системы. Стопроцентное попадание. Идет. Но радикально это, мне кажется, что да не только мне, а начиная с того же генерала Заужного, всем экспертам кажется, что ну, любая система противоракетной обороны не гарантирует полную безопасность. Можно укрыть Киев, Харьков, но по всей стране. Эффективное решение – это предоставление Украине ракет «Этек» с «Хаймерсом», как известно, вот такая неопределенность существует относительно тех ракет, которые переданы. Но изначально это было 80 километров дальность. Сейчас кажется, по отдельным источникам, у тех же украинских экспертов и даже советников правительства некоторых подсказывает, что есть ракеты на 120. Но «Хаймерсы» могут пулять и на 500, и на 600 километров. Об этом, кстати, Байден в одной из своих последних пресс-конференций, уже после выборов, когда он повеселел и когда изменилась риторика, он же когда, помните, поднимаясь по трапу на самолет, который его отвозил в Бали, он сказал разумную очень вещь, которая всем очевидна, и все от него давно ждали, что единственный способ достичь мира – это чтобы Путин убрал все свои войска с территории Украины. Осмелел Столтенберг, замечательно. Сколько мы с вами издевались над этим Столтенбергом в ноябре, декабре, над его портфолио. Он сказал замечательную вещь, когда к нему снова
снова обрушились, а как же вот так, перемирие, мир. Он сказал, вы знаете, войны-то обычно заканчиваются не за столом переговоров. Исход войны решается на поле боя, on the battlegrounds. Так что давайте посмотрим, что будет на battleground. И это сейчас превалирующий тон колебаний, превалирующий тон комментариев по поводу переговоров. Это два обстоятельства. Ну, во-первых, миссия такого зондаж, с которым был послан Селливан, он провалился так же, как это был ремейк 16 июня. Помните, когда Драги, Макрон и Шольц уже, да, Шольц, они приехали с итальянским планом капитуляции фактически. Ну, их сначала повели, по-моему, в Ирпень, там ткнули носом в российские преступления, а потом они даже и спросили, что вы хотите, чтобы мы позволили, чтобы то же самое творилось на 20% украинской территории, и они уже не осмелились вспоминать про этот украинский план. А Макрон говорил там очень редкие для него правильные вещи, победа Украины. Вот то же самое произошло и с Селливаном. Я не знаю, что они говорили там с закрытыми дверями, но пресс-конференцию руководителя офиса президента, которым, как известно, я особых симпатий давно не испытываю, но я должен быть объективным, он провел блестяще. Он был как альфа-самцом с этим Салливаном, практически заставил его повторить за собой по слогам те же условия мира Зеленского. Категорически отвергает Украина все эти попытки, и они прекрасно понимают, что здесь не только политическая воля Зеленского, это 90-процентная поддержка отторжения любой идеи переговоров обществом украинским и твердая позиция украинской армии. Ну, Здесь ничего не... конечно, тут просто, как бы, если такой вариант принять, то, ну, это просто нереалистично. Ну, просто Здесь, Зеленский никогда здесь, этого не скажет, ну, да. здесь абсолютно нечего ловить. Я даже, ну, вы знаете, в эти вот 10 дней вбрасывалась же масса вариантов Мгм. так называемой большой сделки, малой сделки. Ну, в основном работала российская пропаганда, но были же какие-то обратные потоки от агентуры там, от того же Эрдогана, который настолько благодарен Путину за то, что тот подарил ему и Армению, и Сирию, и Ливию, дал полную свободу рук в этих регионах, что он старается. Он понимает, что ничего не выйдет, но все время изображает, потому что получил-то он за это очень много. Вот там обсуждались варианты, которые в другой обстановке, вот сейчас меня разорвут украинские зрители, но я бы счел, по крайней мере, заслуживающим пятиминутного обсуждения. Ну, например, значит, полный уход, уход на границу 1991 года, за исключением там 3 или 5-летнего срока для Крыма, который демилитаризуется. Ну, согласитесь, это можно было бы обсуждать. Ну, прекращается война, мы не потеряем столько людей и так далее. Но сегодня состояние украинского общества, что это просто это не будет даже А обсуждено. просто никто им не Ничего, верит. Им никто не поверит, потому что ничего. да, мы считаем, что если любая пауза им нужна просто для того, чтобы перевооружиться и снова пойти на нас. Вот и все. Мы не должны давать им таких пауз. И ни мы, ни Запад. Да. Это никто не будет. Тем более, что с чисто военной точки зрения, это вот с чисто политической, доброходы такие, всегда Крым как бы за скобочки, вот как Мгм. бы это самое. Но Крым-то наиболее уязвимая часть оккупированной С территории. военной точки С зрения, военно за взятие Мелитополя на побережье и все. И громадная, это настолько привлекательная цель создания крымского Херсонского котла. Ну, мы не выдаем никакие планы, но да. ясно, что освобождение, следующий этап как раз начнется вот с этого крымского, крымско-херсонского котла, а Донбасс-то потом будет. А что это вопрос абсолютно закрыт. Ну вот, мне кажется, что это в Вашингтоне поняли, а во-вторых, они вздохнули с облегчением после этого неожиданного подарка для них на выборах, когда
вся эта трамповская мразь, она проиграла все. И теперь республиканская партия, в которой сейчас торжествует Рейгановского, она будет критиковать Байдена, но она будет его критиковать за недостаточную Да, они будут говорить что-то, вот давайте еще. То есть они будут говорить, еще. как бы, что он не доделывает что-то, да. Они будут повторять наши тезисы, что хорошо, господин Байден, вы приняли, мы выполнили с вами вместе программу Селливана, а теперь давайте до конца выполнять программу ОС. Так что внутриполитическая ситуация исключительно благоприятно Вот сложилась. скажите, Андрей Андреевич, вот мне знаете, что кажется? Вот у меня такое ощущение, что вот эта западная осторожность, да, ну в целом и натовская осторожность и так далее, она на самом деле абсолютно контрпродуктивна даже в смысле экономики. То есть, грубо говоря, если за Россию взяться быстро, ну, допустим, в ближайшие месяцы, да, и так вот придушить ее и с военной точки зрения, и с экономической, то этот кризис, который спровоцирован русской войной, он не разрастется. Если же долго резать по частям этого кота, ну этого хвоста, да, вот, то как раз и США это невыгодно, потому что у Байдена вот 2 года еще ему быть президентом, да, экономика будет и падать, и критика будет И расти. сомалийские младенцы будут Да, голодать, и да, их будут. будут приносить их А на помните, как это, помните, пресс-конференцию Байдена. как у Остапа Бендера, да, вот и голодают дети, там, отовсюду мы слышим стоны, ну, то есть, чем больше это растягивается, про Украину я даже не говорю, мы это понимаем, но и Западу вот это растянутый на годы конфликт, это кризис, это смена политических элит, это проблема у всех, кто сейчас у власти, с их избирателями и так далее. То есть гораздо выгоднее решить вопрос с удушением России и изгнанием ее из Украины, ну а дальше уже как пойдет, да, именно в сжатые сроки. Вот вы думаете, что сумеет ли Путин с его террористическим поведением убедить Запад в итоге, что затягивать не надо, что нужно не давать передышек, а наоборот в интересах избавления от мирового кризиса, от кризиса в каждой стране Запада, да, вот, что этот вопрос нужно решать быстрее, как бы, ну, грубо говоря, на плечах отступающих, вот, не давая им... Вот поэтому я говорю, что удивительно помешал вот этот, как ни парадоксально, помешал этот инцидент с польской ракетой. Потому что если бы не было, вот эти 3 дня после возобновления обсуждалось бы именно эти атаки, именно в такой терминологии, о которых мы говорим. Забыть об этом и отодвинуть в сторону. И поднимать вопрос о уничтожении, как Запад может приостановить инфраструктуру. А вот сегодня вот эта реплика Ходоренко очень меня обнадеживает. Понимает, понимаете, до какой степени в Москве понимают, что, в общем-то, дай чуть больше оружия, в 2 недели все кончится. Да, то есть, в принципе, нужно просто вот волевое решение хотя бы ключевых стран Запада выдохнуть, сказать, так, давайте мы этот вопрос решим и будем говорить с Путиным совсем на других условиях просто. А вы знаете, я больше надеюсь сейчас на немцев. У них, вы же заметили, какая трансформация. Да, Шольц это просто ястреб, просто, Так я думаю, это не только что, это же это визит Штайнмайера в Киев и его речь 28 октября, его вообще называют исторической. Его называют самой главной речью немецкой после Второй мировой войны. Он же там поразительные вещи говорил, мужественный человек. Не потому, что он там несколько часов под бомбами посидел, а он отказался от своих прежних представлений. Он вот, это такая признал культура политическая, да, что человек это вообще заблуждался. в современной политике я не помню вот ближайшего прецедента, мне очень трудно вспомнить. Он же один из авторов, вот это Путин Ферштейн, он ее заклеймил. Он сказал, что она помогла Путину, подталкивая его к этой агрессии. И вот цитата из его речи, я просто на память, что нападение России на Украину испепелило европейскую систему безопасности. Они уничтожили все, во что мы, немцы, верим. Отныне Российская Федерация и Федеративная Республика Германия противники. Могли мы ожидать еще месяц, несколько Нет, недель? не И могли. это не Штайнмайера повестка, это немецкого политического класса. И Мгм. понимаете, это не случайно у немцев. Это отражение вот той настоящей денацификации и процесса покаяния, который они проходили в течение десятилетий после Второй мировой войны. И, в общем, когда Шольц в своей речи описывал вот эти преступления Путина в Украине, он подвел к последней фразе,
который поставил бы точку, но он ее все-таки не произнес. Но весь смысл был такой, что Путин – это Гитлер сегодня. Фактически этой речью он покаялся за соучастие немецкого политикума в преступлениях Путина, так же, как все немецкое общество там 50 лет назад покаялось за преступления. Это очень сильная речь, это не речь. Немцы, они это очень чувствуют. Очень нравственный аспект, вот это Ну, покаяние за нацизм. молодцы. Знаете, ну, то, что мы много претензий к Германии, Германия действительно строила путинский рейх, она действительно давала ему кучу денег, она действительно политически крышевала, и Меркель за все это, конечно, в истории будет отвечать. Но слава богу, что сейчас Шольц уже не по кличке, не по прозвищу бухгалтер, наверное, там по прозвищу, там, не знаю, там хищник будет у нас теперь, потому что он тоже чувствует настроение избирателей, никто не Нет, хочет долгого кризиса и так далее. вы получили союзника такого же масштаба, как Великобритания. А Мгм. я вам, как вот человек, находящийся где-то внутри американской политической кухни, я скажу, что все доброе, что вы получили от Соединенных Штатов, ну, в частности, выполнение хотя бы программы Селливана и присутствие политических деятелей, которые требуют идти дальше, мы во многом обязаны Борису Джонсону. Ведь вспомните, с чего мы начинали. Мы начинали с саммита в Женеве Путин-Байден, на Да. котором Байден под диктовку Путина, как попугай, повторяет, что Зеленский должен выполнять Минские соглашения. Вот все мы, мои друзья, крупные государственные деятели, Меркель, Макрон, Путин ему это рекомендуют. С этого мы начинали. Это хорошо. На следующий день, вернувшись в Вашингтон, Байден был встречен с заголовками «Путин получил от Байдена все, что хотел». Это вот тот путь, который проделала и, и украинская дипломатия, и украинские вооруженные силы. То есть какой путь прошел американский политикам при всех претензиях к нему. И здесь громадная роль Бориса Джонсона вот в этой Но, внутриполитической. то есть, смотрите, то есть теперь западные лидеры соревнуются в своем кругу друг с другом в лидерстве, в поддержке Украины. Я правильно понимаю? А внутри Америки, вот после этого поражения трампистов внутри республиканской партии, для меня это более ценно, чем любой другой результат, чем, так скажем, удачное выступление демократов. И республиканская и демократическая партия, потому что их мейнстрим, их ядро будут соревноваться именно в степени поддержки. Они будут слышать от республиканцев не этого гаденыша о том, что вот Польша, Украина напала на Польшу и так далее, а за 2 недели можно закончить войну. Слушайте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как по американским законам? Я просто честно забыл. Вот он говорит, я выдвигаюсь, Трамп, уже закроем с ним вопрос. Я выдвигаюсь там президентом, но есть же праймерис республиканской партии, которую он может и, скорее всего, наверное, судя по вашим прогнозам, проиграет. Он что тогда в таком случае может выдвинуться как независимый кандидат? Какие? Ну, то есть он все равно же захочет попереть на выборы. Есть у него какие-то шансы попасть в бюллетень? Вы знаете, он такой безумный слон, что во-первых, все республиканцы, включая его ближайших его друзей и советников, рекомендовали ему ни в коем случае не выдвигать вот этот Но он же не намеченный. послушал никого. Он никого не послушает, он пойдет на праймере, он их просрет и никого не послушает, и найдет с помощью русским финансирования какую-нибудь мифическую партию, ему организуют партию Z, может быть, которая выдвинет таких... Ну, на каждых выборах есть несколько маргинальных Да, кандидатов. Одно время Гэс Холл всегда выдвигал себя я помню, да. от коммунистической партии, ну и получит там 1% голосов, да. Скажите, Андрей Андреевич, ну вот вчера было решение Гаагского трибунала, суда, вернее, по MH17, да? Эта история насквозь позорная. Вот эта история как такой лакмус или график такой, да, пульс трусости Запада, да? То есть когда было убито там 40 граждан Нидерландов, 20 Германии, еще других западных стран, ну не считаем малазийским, но малайцы просто продали своих за пальмовое масло, которое русские закупили. Да, но вот западной демократии. Даже парламент Нидерландов, вот они тогда даже не то, что там криминальную ответственность, они даже политическую ответственность на Россию
испугались вложить, то есть осудить даже просто в парламенте испугались. Они отдали все вот этому медленному, скрупулезному правосудию, как будто речь шла о какой-то краже в магазине, там, да, и вот это длилось. И сейчас, знаете, это вот было трагедией, а сейчас воспринимается мной лично как фарс, да. И вот, наконец, доказано, когда уже 9-й месяц или сколько там войны в Украине, террора и тотального террора, доказано, что Гиркин, оказывается, виноват, и что доказали, что Россия имела эффективный контроль над той территорией, откуда БУК запустили. Да неужели, товарищи голландцы, вообще не стыдно? Вот как это вообще воспринимать это? Он вообще-то какая-то польза есть от этого приговора? Ну, по крайней мере, вот какой-то инстанцией признан вот тот медицинский факт, что этот самолет был сбит ракетой БУК вполне определенного подразделения. Есть же фамилии, имена, отчества всех там Не, ну это 12. просто, знаете, сейчас смотрится смешно. Тогда-то Путин делал вид, что там нас нет, тут нас нет. А сейчас понятно, что только он мог дать команду, а судят каких-то шестерок просто. И Да, приговаривают их, да. да нет, ну, Гиркин вообще этот негодяй, и, конечно, заслуживает несколько смертных Да, казней, но никакого отношения не имеет. Начинать нужно вот с этого, с 12 экипаж этого вполне конкретного. Это известно же, какая бригада, то есть, ну, вся до вот Верховного это по Главнокомандующего. цепочке идет все равно к Путину. Это никуда... До Верховного Главнокомандующего это все есть. Но главное, что это расследование этих людей выяснило. Ну, будут же процессы над главными военными преступниками. Так вот, я думаю, Путину и это преступление тоже будет включено в приговор. А процесс будет, потому что мне уже задавали этот вопрос, а вот я убежден, что в отличие от Адольфа Гитлера, ему не хватит мужества покончить жизнь самоубийством. Его найдут и будут судить. Или как, ну, немножко менее одиозный пример, это Николай Александрович Романов, Николай Первый. Но он фактически тоже умер после Крымской войны. Он пожелал умереть. Он заболел воспалением легких, отказывался лечиться. Но у людей есть политики, есть преступники, которые понимают какую-то ответственность за свои действия. Этот нет. Этого мы увидим. Смотрите, в интервью мне в первые дни войны, ну, культовый украинский художник, писатель и мыслитель Лось Подоровянский придумал определение, которое вот повторяют уже многие. Он эстетически оценил вообще и Путина, и вот русских и так далее. Он сказал, что русский фашизм, рашизм — это ссыкливый фашизм. Это ссыкливый фюрер и ссыкливые террористы. Ну, вот, Да, очень хорошая формула, да. Да посмотрите на его внешне, это видно в каждом его жесте, шаге. ну а вот этот террор ракетный, это следствие чего? Вот, вернее, показатель чего вообще? Что как бы все инструменты уже использованы, и осталось вот только одно, просто тупо пытаться погрузить Украину во тьму и в холод, и все. Ну, это самоубийственное решение, ну, потому что оно как раз, ну, медленно жернова идут. Вот если бы не это дурацкий эпизод с самолетом, я думаю, что все внимание было и вся патетика сосредоточена на Вы возобновлении. имеете в виду эпизод с ракетами, не самолеты с Да, ракетами, да? с ракетами, Но да. я думаю, что и он пройдет, в принципе. Ну, Он пошли. пройдет, а каждый новый такой удар, он сделает неизбежным переход коллективного Байдена и коллективного Запада от формулы Салливана к формуле Остина. Это неизбежно. И потому что ведь варианты только даже вот при сохранении того уровня военной поддержки, которая сейчас, а уж уменьшить эти потоки никто и никогда не позволит, Украина победит через несколько месяцев, а с адекватной поддержкой через несколько недель. И последний И, вопрос, Андрей Андреевич, про Крым, конечно же. Мы крымско-татарский телеканал. Вот версии разные, что может быть с Крымом, как он может быть освобожден, я имею в виду. То есть в том, что он будет освобожден, никто не сомневается, вопрос только как. Там министр обороны Украины сказал, что он вообще будет не военным путем освобожден, то есть будут созданы военным путем такие условия, что Крым он отдаст не военным путем, или не он там отдаст, неважно. Вот ваш сценарий, как это может быть, буквально 2 минуты, и я от вас отвязываюсь. ну, мы об этом уже говорили, это по существу превращение Крыма в такой большой Херсон. Мгм. Ну, проблема-то та же. Э,
если Мелитополь побережье, и громадный котел, нечем снабжать будет эту громадную территорию. Я думаю, именно это имел в виду министр обороны Резников. Непростое решение это будет. Но тогда в Мгм. Москве назначат какого-нибудь другого Суровикина, расстреляют за сдачу Мелитополя, а новый такой, найдут нового Олега Френя, он скажет, да, нужно непростое решение. И непростое решение последует. Ну, смотрите, а вы верите в то, что Путин, учитывая его ссыкливость действительно, да, он же боится и в окружения боится, и столы эти длинные, и все он боится, и детей он боится, он шарахается от детей, когда там, если только ребенок не специально подложенный, да, под фотографирование, он шарахался от детей там от всего. Да, вот он настолько, как бы, даже не знаю, как сформулировать, вот все-таки он решится на репрессии такие вот сталинские, вот последний бой, все, давай, Пригожин, мочи их, вот всех этих трусов, бездарей там, и давай в последний бой введи мою террористическую армию. Ну, таких Пригожин не единственный человек с ружьем. Ну, его убьют вообще в первый день Мгм. обострения политической ситуации. Вы думаете, что генералы все это хавают спокойно, оскорбления? Мы все знаем о русских генералах, это военные преступники и так Но у них, далее. они не похожи на генералов, они похожи на выпускников школ для умственно отсталых, поэтому я вот не знаю, как они себя поведут. Да, но когда они не будут все-таки ждать, когда к ним придут от Пригожиных или в России уже сейчас есть несколько независимых военных структур, ну, у всех на слуху, там Пригожин и Кадыров. Я думаю, что у Министерства обороны есть бывшее, называлось оно ГРУ, сейчас называется ГУ. То есть все конфликты, нет вот той силы, которая должна единой молотом Ну, обрушить то есть такой репрессии. опричнины не будет. Нет. Она невозможна, потому что Понятно. она уже рассвоилась на несколько конкурирующих опричин. Я понял. Они будут уничтожать друг друга, понимаете? Андрій Андрійович, Андрій Піантковський був з нами на прямому, не на прямому, а просто на зв'язку. Дуже дякую вам, пане Андрію. Я думаю, що багато чого цікавого ми дізналися з цієї розмови. Дивіться АТР далі. Російський рейх буде знищено 100%. Україна переможе. Дякую вам за те, що дивитеся АТР. Спасибо, до встречи, Айдар. До свидания.